У города Канаша день рождения, ему 93 года. Немногие знают, что официально день рождения города Канаша отмечается 6 июня. А события, связанные с тем фактом, что он является хоть и неофициальной, но все же железнодорожной столицей Чувашии, было принято решение отмечать его в День железнодорожника. А он приходится на первые выходные августа. Краеведческий музей не оставил этот день без внимания и подготовил экспозицию «Канаш. Железнодорожная столица Чувашии» и представил его в Национальном музее города Чебоксары. Уменьшенные копии составов, фотографий прошлых лет, форма машиниста, фонари и многое другое было представлено на обозрение посетителя. Канаш – это железнодорожная столица Чувашии. Так и называется сегодняшняя передвижная выставка, которую мы привезли в Чувашский национальный музей. За 50-летнюю историю нашего краеведческого музея вот такая вот передвижная выставка впервые. Сегодня в числе первых посетителей именитые уроженцы Канашской земли. Они с удовольствием прослушали интересные и познавательные факты из жизни города. В 1890 году появляется проект, по которому должны были построить железную дорогу, и она соединила бы два крупных города – город Москву и город Казань. Пройти через Чувашию и дать жизнь поселку Шихраны. 1890 год был выбран не случайно. Этот год был неурожайный и засушливый. И так, чтобы прокормить себя, люди шли на строительство железной дороги. И так получалось, что по воспоминаниям старожилов, которые мы читали, условия были очень тяжелые. Приходилось спать под открытым небом, не было элементарных условий, менялись рабочие, заменяли, в общем-то, одни уходили отдыхать, приходили другие. Но, несмотря на эти тяжелые условия, в 1893 году, 22 декабря, прошел первый паровоз. Появился поселок Шихраны, совсем еще маленький, в нем было всего лишь 4 дома. Это казарма для путевых рабочих, дом для жандарма, был небольшой железнодорожный вокзал, построен в 1892 году. Кстати, он был очень неприспособленный, и поэтому просуществовал очень недолго. Уже в 1896 году построили новый железнодорожный вокзал. И, естественно, там, поскольку у нас церкви не было, приходилось ходить в Шахазан, это было очень далеко, и предусмотрели в новом железнодорожном вокзале молельную комнату. То есть те, кто хотел прийти, как бы помолиться, можно было прийти на вокзал и как бы выполнить свой православный долг. Особое место в экспозиции занимают картины прославленного художника Павла Меркурьева. Когда мы видим эти работы, они очень проницательные, очень такие эмоциональные, можно сказать, тем более связанная с войной, такая военная тематика прослеживается очень... сквозь всю экспозицию, можно сказать. Хотя мы привыкли к его этнографическим работам, работники Национального музея. Тут я впервые увидела столько военных работ. Это меня потрясло. Для нас ценно в этих картинах, что они исторические. Для музейщиков это, наверное, самое ценное, поскольку даже все мы показать в музее не можем, но каждый комплекс, который видишь в этой картине, его сразу представляешь, как жили крестьяне. Здесь и маслобойня. То есть он сам еще успел, он говорит, я съездил, пока, говорит, там ее не разобрали, и, говорит, все это сделал в своей зарисовке, потом написал картину. Здесь представлена и шерстобойня. Это тоже написано с натуры, он тоже рассказывал, как ее писал. Интересная картина, наверное, то, что лощение холста, и тоже Павел Меркурьевич, он каждый момент помнил, он каждый момент продумывал. И когда у него спросили, почему у вас такая интересная дуплянка здесь без сердцевины, а Павел Меркурьевич, он такой был интересный человек, он говорит, а это очень интересно. То есть девушки, они хотели показать, что они работящие, что они всю зиму ткали холсты, и когда привязывали, по всей деревне шел гул. И все знали, куда идти свататься. О выставочных экспонатах можно говорить бесконечно, признаются работники музея. Всех их можно будет увидеть в Национальном музее Чувашии, и совсем скоро они вернутся обратно в город Канаш. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев. Вести недели. Сотрудники службы судебных приставов по городу Канашу и Канашскому району устроили благотворительную акцию в стационаре Канашской детской больницы. Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей. Сотрудники отдела купили подарки, разноцветные шары, канцелярские товары, пригласили аниматоров и заказали 2 замечательных солнечных торта. Ими дети с удовольствием полакомились. Танцы понравились, подарки очень хорошие и
Понравилось, как я поборолась. Хочу, чтобы никто не болел, и все радовались. Заместитель начальника Екатерина Авдеева пожелала детям здоровья, улыбок и моря радости. Сотрудники не только мерились силами с ребятами в армрестлинге, но и весело водили хороводы. Дети были в восторге. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. По сообщению временно исполняющего обязанности министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Кудряшова, в летнюю кампанию 2018 года различными формами отдыха и оздоровления планируется охватить более 102 тысяч детей. На сегодняшний день первая смена уже приняла отдыхающих. А вот открытие пришкольного лагерного сезона «Ура! Каникулы-2018» торжественно провели на базе Дома детского творчества, где ребята каждой школы подготовили девизы, речевки и номера художественной самодеятельности. То, что вы ходите в пришкольный лагерь, значит, вы любите свою школу, хотите еще отдохнуть еще один месяц со своими одноклассниками, со своими школьными друзьями и быть такими здоровыми, стремиться к творчеству. В общем, мы очень рады, что вы у нас в гостях. Хотим вам пожелать хорошего лета, чтобы солнышко нас баловало, чтобы мы успели с вами немножечко загореть, хорошего вам всем настроения, хорошего отдыха и веселых, таких длинных летних каникул. Творческие номера празднично подытожили наступление летних каникул. Смирно! Наш отряд! Радуга! Количество 22 человек на торжественную линейку построен. Наш девиз: мы никогда другие цвета, неразлучны никогда! Специально для программы «Вести недели» Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева. С профессиональным праздником Днем социального работника, который отмечается в России 8 июня, поздравили виновников торжества почетные гости. Глава города Канаша Андрей Константинов, замглавы администрации Канашского района Юрий Алексеев, начальник управления пенсионного фонда Ольга Петрова, директор Центра занятости города Борис Семенов и другие. Да, действительно, вы делаете огромную работу, вы выполняете ту работу, которая связана с людьми, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Действительно, наверное, по праву, ваши качества, как доброта, милосердие, внимание, общение, они дорого стоят. Я от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, желаю вам благополучия, счастья, здоровья, продолжайте в таком же духе. В связи с Днем социального работника выражаю искреннюю благодарность бюджетному учреждению Канашский Центр социального обслуживания населения Минздравствующей Чувашии за активную работу с населением и участие в общественной жизни города Канаш Чувашской Республики. Мероприятие состоялось на базе Канашского социального приюта для детей и подростков. Здесь собрались те, кто обладает доброжелательностью и благородством души, чуткостью к чужой беде и милосердием. Работники 12 структурных подразделений центра, а это более 130 человек. Ими за год обслуживаются более 7 тысяч человек. Это люди, посвятившие себя благородному делу. За профессионализм, участие и поддержку людей, нуждающихся в особом внимании государства и общества, самые активные были награждены почетными грамотами и благодарностями министерств и ведомств Чувашии, глав администрации города и района. Я вам желаю успехов в вашей работе, чтобы вот это качество остались еще на вашей семье после работы, чтобы у вас все было хорошо. Удачи вам и с праздником. От имени главы администрации Канашского района Владимира Николаевича Степанова разрешите вручить почетные грамоты администрации района Единой Валентине Андреевне, главный специалист Надежда Ивановна Михайлова, повар,
стационарное отделение Пойкикина. Я хочу вам всем пожелать сил в вашем нелегком труде, чтобы вы смогли преодолеть все трудности, которые присущи нашей с вами работе. Чтобы у вас было крепкое здоровье, чтобы надежный был тыл, чтобы дома вас всегда и во всем понимали и поддерживали. Праздничную ноту внесли и творческие коллективы работников социального приюта и ансамбля Табурдановского сельского поселения. Общая фотография на память и вновь к трудовым будням. Как сказала директор Марина Никитина, доброта не знает ни выходных, ни праздников. Доброта каждый день. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева. Вести недели. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает за покупками. Свежее мясо, копчености, колбасы, сыры известных производителей. Прилавки порадуют многообразием видов, широким ассортиментом товаров. Здесь приобретете все, что нужно для домашнего уюта, праздничного стола или что-то лично для себя. Я пенсионерка, постоянно хожу в этот магазин «Светофор». Здесь цены намного дешевле. Я все здесь покупаю. Все ходят, и дети ходят, и внуки ходят. Хорошо, что здесь держат низкие цены, нам всем по карману. Бытовая химия, техника, постельные принадлежности, детские игрушки. И, конечно же, выберите подарок своим родным и близким. Сахар по акции 19,90. Свинина 149,90. Уголь 39,90. Масло подсолнечное 850 мл 48 рублей. Гель персил 2 литра 920 мл 399,90. Гипермаркет «Светофор» снижает цены. В течение лета будут постоянные акции. Следите, приходите, совершайте умные покупки. Экономьте вместе с нами.